Ребят, всем привет. Ну что, очередной выезд, ребята. Ну, вода, ребята, свое взяла. Водичка свое взяла. И, в общем, ребят, за 3 дня после того, когда я был на открытии, вода поднялась где-то на 1,5 метра, может даже больше. Сейчас я вам это покажу. Вот это место, ребят, где я ночевал. Здесь я ходил. Здесь где-то у меня стояли донки. Вот, ребята. Вот как должно выглядеть место весной. Помните, я говорил, что вот я обычно в кустах ставлю маленький пятачок песка и все. Вот, ребята, вот здесь я ходил. За 3 дня как поднялся уровень воды, и вода прибывает и прибывает. Охренеть. Вот где-то донки, ребята, вот здесь стояли. Вот, пожалуйста. Вот мой костер. Мои дрова. Вот такие дела, блин. Вот сейчас я понимаю, уровень так уровень. Так, ребят, что? Будем искать место, съездим на точку. Я обычно в половодье там стою. Посмотрим. Да, ребята, дела, конечно, делишки. Даже мое место, когда я стою по половодью, затоплено, блин. И снег здесь лежит. Блин, нифига себе. Вот это подняло, так подняло водичку. Сейчас посмотрю, ребят. Снег еще лежит, не растаял. Обычно, ребята, вот здесь ставлю палатку. В этом месте здесь ровный пятак такой. Здесь костровище. Вот в этом месте обычно что заросло все. Кусты попадали. Вот здесь обычно костровище. Вот в этом месте. И здесь рыбачим. Затопило все нафиг. Река-то вон там. Обычно вот донки там где-то кидаю. Вода поднялась и поднимается походу. Жестко, ничего не скажешь.
Так, друзья, ну что, короче, думал и гадал. Короче, решил, ребят, остаться. Попробую. Но есть тут еще небольшое место, конечно. Так себе. Ну, сколько? Ну, максимум 5-6 донок, ребят, я поставлю. Больше никак. И, короче, обычно я там базируюсь. Там как бы вся рыбалка. Там и ямка, там и доночки. Ну, там снег, ребята. И там, где я обычно ставлю, еще снег лежит. Нашел здесь такое место. Здесь такое более-менее ровное. Как бы палаточку поставлю здесь. Сегодня я с палаткой, ребят, с печкой. Погодка у нас похолодала. Ночью минус 5, минус 6. Днем что-то сегодня вот 5 тепла, что ли. 2 градуса там утром было. Я уже в пуховичке. И, блин, ребят, забыл, короче, большие сапоги. Стартанул маленьких таких. Тоже Эво, конечно, но они как галошки получаются. Блин, забыл, большие, забыл. В них приехал. Воды там много, и тут снег лежит. Придется вот тут, ребят, еще ставить. Короче, там 2-3. Тут парочку. Нормально. Пойдет, ребят. Половодье. Половодье, да. Наступило все-таки. С одной стороны, хорошо. Рыбка походит, погуляет. И, скорее всего, будет весновка, ребята, как обычно. Если сейчас вода поднимется и выйдет из берегов, то мы на озеро сможем проехать. Вот такие дела, ребят. Ну что, время 3, начало 4. Сейчас, ребят, сначала поставлю весь лагерь. Дров тут тоже не особо. Такой смешанный палисадник, нету ни елок. Лес далеко, там в глубине. Костер не буду, ребят, делать. Палатку поставлю, печка будет, на печку что-нибудь тут надыбаем. Сухие тут есть, мелочь, что-то и такое крупненькое. В печке, ребят, все сгорит. Так что сначала лагерь займемся, поставлю все, а потом уже будем рыбачить, пробовать. Такие дела.
Все, ребятки, маленькая палатка, вот она сейчас в своем режиме, который должна. Весна, осень, ранняя весна, я имею в виду, холодно, сегодня будет минус. Да еще и снег лежит. И осень, ребят, когда уже будет заморозки, снег выпадать. Вот эта палатка, ребята, именно брал под такие условия, под эту рыбалку. Шикарная палатка, я зимовал в ней в этом году, в этом сезоне. Шикарно. Комплект прям, ребята, такой эгоист в одного. Но при желании можно, ребят, даже вдвоем. Так, ребят, палатка Огонь. Берег, МФП-2. Вот так, ребята, внутри. Полы я не стал стелить, летние есть полы, но я их не стал стелить. Вот. Раскладушка, печка тоже от берега. Ставентон, вот это новые, которые у них пошли. Пятнашка, ребята. Красота. И вот здесь можно вторую ставить раскладушку. Посередине маленький стол ужинать. Нет, его убрать под раскладушку и все четко. Органайзеры, окно большое. С двух сторон органайзеры. И у меня, допустим, окно. Крючочки повесить, одежду. Небольшая сеточка. Рукавички там, что-то еще. Опять же, тоже крючочки. Есть москитка, ребята, что на окнах, что на двери. Вот, пожалуйста. Дверь основная. И, ребят, вторая дверь. Вот это как тамбур идет. Вот прикольный вариант. Кстати, вот так, если я буду закрываться, то вот получается второе крыло ставлю. И прикольно много места, ребят. Дожди. Сегодня, кстати, ночью дождь будет, вроде как обещали. Причем всю ночь. Поехал тоже, блин. Туда можно какие-то сапоги, запас дров, что-то там, брикеты вот ложить. Нормально. Я так утянулся, залез сюда, ребята, в кусты. А так все нравится мне. Все классно делают. Молодцы. Очень доволен. Ну вот, как-то так, ребята. Полы, говорю, не стелил. Коврик постелил, потому что сено, трава вот эта сухая. Ночью, не дай бог. Хотя снизу есть экран, по краям есть экран. Место неровное, но более-менее как-то выставился. Вот так вот. Нормально. Вот тут сюда барахло все скинул. В общем, на улице, ребят, ничего не останется у меня. Хотя сейчас, говорю, перешел вот на Эва. Сумки пишут постоянно. Ребят, на Озоне, Валберис. Их сейчас там очень много. Есть гермомешки вот такие. Да, прикольно. Этот у меня вообще как рюкзак. Здесь вторая лямка. Можно его одевать. Ручка здесь. Небольшой. Здесь у меня кухня. Ну, в них не очень удобно, если что-то вот сложить, и вот на самом низу будет у тебя вещь, тебе надо все достать. А вот здесь сумку, жик, все. Даже пила, ребята, сейчас уже катается в такой сумке. Я не парюсь. Дождь, не дождь, все вещи будут сухие. Такие дела. Даже производитель, ребята, печек, вот сумка от печки, она из такого же материала сделана, видите. Даже из-под печку делают вот такие сумки. Попью чаю и пойдем что-нибудь дров попилим. Ну, с палаткой, с печкой, ребята, уже знаете, уже не переживаешь. Вот дождь сегодня обещают, как будто бы там с 8 до 4 утра. Не знаю, но один сайт столько показывает, другое показывает. А вот тут похрен, она не промокает от слова совсем и не продувается. Да, конечно, хотел, ребята, это материал Оксфорд, я хотел камуфляж. Ну вот, не было у них на тот момент. А большая у меня как раз вот камуфлирована. Я тащусь по камуфляжу, ребята. Очень мне нравится цвет такой. Стараюсь, если какой-то чехол, какая-то сумка или что-то еще, или зеленого, или как минимум что-то камуфлированное. По рыбалке не знаю, ребят, проиграем, наверное. Очень большая вода, она на подъеме. Сейчас очень много травы, несет грязи. Ну ладно, что,
Давайте, ребят, будем за рыбалку. Так, ребят, ну что, все готово. Так, эту сумку надо будет занести. Червячочки есть. Сколько время стать? Рано еще, наверное. А нет, что, 4:30. Пока кину 5-6. Там уже и рыбалка начнется какая-никакая. Так, ребят, что, первый вот тут. Ничего не остается мне. Обычно вот там кидаю. Как раз самая яма здесь. Тут обратка херачит. Вода, ребят, прибывает. Блин, на глазах. Офигеть. Так, ладно. Новые доночки, ребят, сделал. Постоянно спрашивают. Вот, ребят. Мотовилка самодельная. Вот. 100 метров делю на 3, ребята. Здесь получается 33 метра. Ну, у меня здесь больше некуда кидать. Вот основная 0,7, поводок 35 0,4. Два поводка, петля в петлю. Грузила самодельно, показывал сейчас, как делаю. Вот. Ну и крючки разные, какие предпочитаете. Вот. Основной, ребят, поддонком, когда делаете монтаж, вот грузила у меня здесь тоже в петля в петлю. Нижний поводок, чтобы, ребята, он не доходил до этой петли, видите, не доходит, чтобы не цеплялся. И верхний поводок
соответственно, то же самое. Не доходил до первого поводка. Тогда будет все четко. Ну и верхний поводок, ребят, я за него держусь. Вот эта петля, я за него бросаю. Вот. Смотрите сами, чтобы он вот так и не болтался по земле, чтобы вам было удобно кинуть, забросить. Если занимаетесь, кто вот молодежь смотрит сейчас. И все, ребята, все четко. Вот половодье я уже рыбачу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это не 12 метров, ребят, я по 1,5 метра примерно мотаю. Опа. Колокольчик также, ребят, вдеваю. Ну, всякие, конечно, есть и бубенчики там, и на резинках. Но я вот его повесил вот так. Раз. Все, я и проверяю, и затягиваю, и кидаю как бы вместе с колокольчиком. Да, может, леску со временем перетирает. Но я не постоянно на одном держу его вместе. Сегодня так, рыбалка, завтра так. Все, перемотал. Обязательно посмотрел, чтобы ничего не цеплялось. Каких веток не было, не мешало рыбалке ночью. Вся рыбалка ночью. Потому что при забросе, ребята, можно внедрить палец. А я уже делал это не раз. Так. Ну что, червячки. Рано еще, конечно, ну ладно. Червь Дендробена. Саныч, будешь смотреть, спасибо тебе за червей. Подсуетился, подвез. Я еще, ребят, не копал. В парниках уже у кого люди есть. Земля теплая. А у себя на огороде пробовал, у нас вода стоит нахрен. Хрен накопаешь. Вот. Ну, пока по 2. Потом поглядим. Все равно сейчас рано еще, ребят. Брошу, так посмотрим, как у нас тут с корягами, там не с корягами. Все, первая поехала. Раз. Бум, упала. Блин. Ну, понятно, здесь еще спуск. И, короче, да, вода не так, конечно, блин. Ладно, ребят, посмотрим. Все, ребят, все готово. 7 штучек получилось мне сделать. Вот. 4 как бы вот на вот этом пупке. Но мне кажется, ребят, завтра здесь вода будет. С той стороны и с этой стороны уже прижимает. Блин, я тут в таких калошах не пройду потом. Ну, посмотрим. Ладно уже. В общем, здесь тяга, ребята, страшная. 175 груза даже не держат. Донки уже все у берега. Будем рассчитывать вот на первую, которая в яме. Там крутит, она как бы стоит. Здесь 4, здесь 3. Одна, ребята, под этими кустами. Кстати, вот эти кусты, ребят, частенько давали налима. Не знаю почему. Вот именно в такое время. Плюс-минус, конечно, вода по-разному.
И ведь именно под этими кустами Донка работала всегда почему-то, не знаю, что там такое, какой-то свальчик, что ли, бровка. За рыбалку на 3-4 раза звенит. Не знаю, ребят, плюс-минус как-то вот посмотрим. И две у меня зимние, ребята, по снегу. Вот, на них частенько попадается елец, так как здесь уже мелко. Вот одну прям возле лагеря поставил. Одну там дальше можно, но там уже мелко, ребят, я уже пробовал, бессмысленно. Надо далеко кидать, а с таким течением, с такой травой, это лишняя грязь. Что-то как будто дзинкнуло. Ну, поглядим, ребят, что, посмотрим. Немножко перекусим, ребят. Вот такая колбаска есть у меня, вкусная. И хлебушек, ребят, свежий. Смотрите, какая мягенькая булочка. Перекусим, перекусим. А на ужин, ребята, у нас будет жареный лось. О, мягенький, ребят, хлеб. Опа. Веревкой. Всегда веревку продают. Угу.
Так, ребят, ну что, начало 7-го, начнем. Все у берега нафиг. Начнем заниматься херней. Какая-то еще ветка там, блин. Надо бы как-то ее достать. Сюда иди. Вот так вот. Чтобы не мешало мне тут ночью. Будем, ребятки, окучивать. Но здесь еще более-менее. А там-то вообще труба страшная. Так, тихо, не путайся. Не путайтесь. Не путайтесь. Ё-моё. Ветки, палки всякие плывут. Сейчас, ребят, будем насаживать. Придется почаще походить. Сколько смогу. Колен не будет. Может, какого-нибудь завалим. А так, навряд ли с такой водой. Что-то у нас получится. Что-то у нас получится. Ну, будем надеяться. О, корни. Всякая хрень. Это тут нормально, ребят. Там я проверял. Жопа. Все, ребят, начинаем рыбалку. Какую-никакую, не знаю, но попробуем. Так, критично, конечно, все. Трава, течение. Такое себе. В этом месте, ребят, вот этот прогал. Здесь березы. И вот там поле, болото. Я здесь так понимаю, здесь вальшипидная тяга. И здесь постоянно, когда я здесь стою, сейчас с вальшем начнет мигрировать. Перелетает он, конечно, вот туда. Если по охоте сейчас вставать, вот туда надо. Ну а так частенько он здесь очень низко идет. И за кустов меня-то не видно. Он прям в упор налетает. Он резко. Короче, такие тут моменты прикольные. Ну, в общем, ребят, что там, 3 донки у нас, если будут работать. Там. Все. Все, начинаем. Посмотрим, ребят. Зарядился. Ну, а ходить что будет? Косить. Вот эту траву убирать. Чтоб как-то, мало ли, если налим будет ползать. Хоть что-то где-то было, какие-то поводки были чистые. Поклевка, ребята. Поклевочка. Есть контакт. Потемнело уже. Есть контакт. Вышел, ребята. С травой. Есть Никодим. Потемнело немножко. И поперло. Такой грамм 600. 500. Первый, ребята. Так, ребят. Тут возле лагеря сразу же пахнул. Сижу такой, думаю, надо идти донки проверять. Смотрю, зазвенел. Сейчас пока этой донкой занимаюсь, ребят, это что-то начало звенеть. Стемнело и пошел налим, блин. О, качает, походу, ребят. Есть. Тут тоже есть.
Ух. Хрена поперло. Вот стемнело, ребята, пошли на лимчики. Так, на мелководье здесь. Круто. Блин, этот небольшой, ребята. В заглоте. Попробую сейчас его отпустить, конечно. Не получится. Блин, порвал нафиг все. Вот, ребят, два подряд. Но тупо они вот зазвенели сейчас. Я до этого сходил, перезабросил. Думаю, ладно. Сумерки уже поперли. Темнеть начало. И оба. Бам-бам. Сразу два. Че себе. Вот там. Короче. Нормально. Так, ладно, что. Трясем. Здесь, ну здесь, ребят, травы много. Да ладно, ребят. Только там перезабросил. Опять звенит. Охрененно. Где-то звенит там. Опять те, на которые попались только что. Опять тут, ребят, на снегу хапнул. Только-только достал. Вон кровь. Я еще те не проверил даже. Блин, ребят, туда надо ставить еще одну донку. Рабочее место стало. Ну там понятно, тяга, а здесь вон, видите, гуляет. Эх, мимо. Рано я поспешил. Смотрите, только забросил, ребят, сколько травы уже. Вот на этот крючок бомбил. Фига себе, прикольно. Клюет. Так, друзья, ну что, быстро там прошелся. У меня еще доночка была в запасе. Решил, короче, я еще вот туда ниже поставить. Три поклевки подряд, ребята. Блин, это, знаете, вот что-то напоминает вот это детство, когда вот он выходит и начинает звенеть везде. В течение 15-20 минут, 15, 3 поклевки на одном месте. Прикольно. Я ж прям удивился. Я вообще думал, уже все, ничего не будет. А тут бац тебе. Ну, не крупный налим, конечно. Но все же, в такое время, в такую воду, это приятно. Ладно. Еще одна выловим. Пойдет.
Так, ребят, ну чё? Блин, 3 поклевки, ребят, на одном месте. Чмырк-чмырк. Офигеть, я уже думал, ну все. До этого снег шел небольшой. Такой, как град с дождем. И потом бум-бум. Они у берега были с травой. Я думал, надо идти. Сумерки, думаю, надо уже пойти перезарядить. Короче, раз, достаю. Тык-тык-тык. Пока что-то цепил, сюда сходил. Слушай, это трынь. Пошел вот небольшой. Ну, блин, за год, правда. А забыл, что вон повесил же, блин. Как обычно, пальцами. Чик. Жабру порвал, блин. А я же вон приготовил уже специально. Ну так, чтобы хотя бы малышей каких-то спасать. Бывает где-то сбоку, где-то что-то. А пальцами все равно режешь, ну, лезешь туда. Ладно, все, 2. Эту обработал, туда пошел на яму. Бам-бам, слышу. Ну все, понятно, звонок. Вот побежал. Что-то вот она качала и, видать, небольшой тоже выдернул у него. Или он выплюнул, или не доел, короче. Я пошел, вернулся, 2 допроверил. Ну там бесполезно, ребят. Там сейчас иди уже трава. И доставил, вот у меня еще одна была, 8 штучек получается. Еще ниже туда спустился по снегу. Калоши, конечно, такой себе, но это не калоши, это вот такие у меня типа как. Удобно, кстати, в них. Ну вот, что. Ну вот понятно, что яма там крутит, бурлит все. Налим там, наверное, ходить не будет сейчас в данный момент. А вот здесь уже донки-то уже у берега прям с травой. И вот он тут по мелководью ползает. Шкиты, конечно, но интересно все равно. Снег лежит, ребят, половодье, а тут все равно рыбалка на донке. Это круто. Так, что? Чайковского сообразим, наверное. Так, сколько получается? Сейчас носился. 8 часов вышли, ребята. 8 часов начало темнеть, вот и вышли. Вот так. Ну что, сейчас победим. Я уже что-то давай быстрее сюда и донки, думаю, и, блин, им тут у меня и вещи открытые все. Давай бегом, думаю. Опять тут, ребят. Да ё-моё. Вот шпаклевка. Так, конечно. 3-я поклевка на нее. Да, ребят, есть налим. Берем. Есть. Это даже вроде неплохой, ребята. Нормальный. Ё-моё. Ну смотрите, чуть-чуть бы и сошел. Такой же, грамм 600-700. Чуть покрупнее, наверное, даже будет. Вообще отлично.
снег, ребят, пошел. Блин, обламывает, конечно. Охота, блин, на берегу посидеть. Тем более звенит, блин. Сейчас опять звенело что-то. Еще палатки сейчас. По палатке будет такой, знаете, типа как град. По палатке сейчас долбить будет, нифига не слышно будет. Фига себе, на одну донку 3 поклевки. 2 налима. Ну, на такой налим, ребят, у нас не крупный. Ну, слушайте, я уже рад. Уже прикольно. Я думал, все, беда. Видите, ребят, как бы перспективные места не всегда они дают. Потому что, ну, что-то он здесь стоит рядом, да, где-то, но он здесь сейчас там, допустим, в яме, не очень удобно. А он просто тупо донка у берега, глубина может метр, с травой, похрен, ну, ползает, там клюет. Но берет, одного слил, 3 попалось, и вот один тоже вот прям за губу, прям рядом-рядом. Вообще отлично. Я сейчас все быстро занес, покидал. Пока вроде тепло, печку топить не буду. Пока подвигаемся. То вот такими наплывами, то сильно, то сейчас опять успокаиваться. А сейчас говорю. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте. От забот и огней я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей.
Так, друзья, ну сегодня у меня лосятина. Лосятину, конечно, дома уже отварили. 2 часа она варилась на печке. Печку топили пока. Ну, то бишь, тоже приятно с полезным. Пока печка топилась, и лосятинка варилась. Сейчас лучком ее зажарим. Небольшую луковицу добавим, да и четко все будет. Вот такие дровишки, ребята, у меня. Ничего, нормально, пыхают. Сухие. Вон печка даже красная. На печке и приготовим. Перчатку одеваю, ребят, потому что постоянно вот ожоги даже вот здесь есть от печки. Лучше перчаточку такую одел, да и нафиг. Надо, блин, постоянно пальцы страдают. Так, чисто на опыте делюсь. Опять будут спрашивать, что за нож. Нож, ребята, от компании Русберг. 95Х18. Нож рыбак называется. Тут даже гравировочка у меня есть. Такой нормальный ножик, кстати. Сейчас в последнее время все с ним хожу. Ножей у меня много. Что-то под что-то. А так нормально, все рубит. И стругануть что-то можно. И так, и серетр есть. Рыбку почистить. Сейчас лучком зажарю, ребята. А так, что он, в принципе, можно кушать. Лосятина уже вареная. Парня угощали, я тушенку делал. И вот, получается, пару кусочков было. Так. Она уже вареная, ребята. Сейчас просто на брусочке порубаю ее. Так она как тушеночка уже. Подстыла, конечно, и маленько. Ветер успокаивается. Как будто бы. Ну-ка. Красота. Угу. Угу.
Так, братва, ну что, у меня зажарка такая с лосяшки поджарил без гарнира. Нормально. Не сухо, ничего. Пучком. Со специями. Отлично. Сейчас покушаю. Донечка тряханем. Не знаю, ребят, ну что. Ночка такая. Снег, дождь. Ветер. Налим не клюет больше. Но ликует душа. А покушаем. Перекинемся. Поваляемся. Перекинемся. Может еще будем звенеть. Такие дела. Бутербродик и чай, ребят, уже чай. О, чаечек закончился. Чая уже у нас нету. Надо заварить что-то, кофе или чай. Бутербродик. Доброе утро. Дров, ребята, море. Я тут половина, то, что здесь было. Вон еще целая куча на улице. Печка, ребят, есть печка. Ташкент. С добрым утром. Да, ребят, водичка прибыла. Плохо причем.
Собираю доночки потихоньку. Так что-то думал на вторую ночь остаться. Думал, ну что, вода прибывает. Поедем домой. Хотя есть пару дней еще. Так что как-то так. Вон тут рыбка какая-то есть. О, елец, ребят. Ельчик. О, елец клюет. Вот такая рябика классная. Вот травы сколько, жесть. Опа. Ребята, рыба. Рыба. Лещ. Ё-моё. Да хороший какой. О-хо-хо-хо-хо. Жесть. Ребята. Охренеть. Какой килограммовый лещ. Жесть. Весь в пупырышках. Самец. На нерест пошел, походу. Что, ребят, такого леща еще не ловил в такую погоду. Не погоду, точнее, в воду. Вот, ребят, ставил донку. Меня как затопило. Охренеть. Вот это красавец. Да, брат. Красавчик ты, конечно. Ё-моё. Везде ловил. А вот лещей еще не ловил, ребят. Отнересился, что ли, уже? Ай, красавец ты какой, а. Ё-моё. Да. Ладно. Впереди 1 мая. На коптилку возьму. Дорогу мы все затапливает, ребята. Все, уже выйти не могу. Так, ребят, ну что, подводим итоги. Никодима я поймал. Грамм 600-700. Этот маленький, понятное дело, но забрал. И вот, ребят, бонус. Вот такого леща завалил. Красавчика. Что говорит? Что можно ловить в половодье, ребят, донки. Донки это рулит. Донки это сила. Сейчас ни на одну снасть не поймаешь, ребят. Ну, местно вон ездят, сети ставят. А я, ребят, поймал на червя. 24 апреля, ну, 23. Такие дела.
Погодка-то, ребят, налаживается. А прогноз говорил, что будет беда. Да и ночью особо-то не было ничего такого особого. Рыбалка по Володе, ребята, поймали даже трофея. Леща. Я никогда не ловил в апреле, ребята. На крючок. Ну, кто бы что ни говорил, как бы все-таки это север. Вода холодная. Интересно. Интересно. Вечером поклевал на лимчик немножко. А ночь, ребят, пустая. Блин, ну вот как-то так, не знаю. Как за ним гоняться, непонятно. Но в целом, ребят, тоже интересно, понравилось. Все круто. Давайте, ребятки, увидимся. Скорее всего, будет весновка. Поедем отдыхать. Все, всем связь. Пока.